Гендерное насилие. Для кого-то пугающее словосочетание, для иных же, к сожалению, привычное явление. Это и стало главной темой обсуждения на круглом столе, организованном Ассоциацией женщин Абхазии. Эта кампания проходит с 25 ноября по 10 декабря во всем мире. И организации объединяются и поднимают этот серьезный вопрос. По статистике в мире 35% женщин страдают от домашнего насилия. К сожалению, в Абхазии этот учет не ведется, и эта тема очень табуирована и закрыта. Мы предлагаем женщинам бороться с этим, понять, что это ненормально, и оказываем психологическую и юридическую помощь. Почти каждая пятая женщина в Абхазии подвергается физическому насилию. И это при том, что практически все из них не обращаются в милицию, в больницу и не рассказывают об этом родственникам и друзьям. Организаторы круглого стола привели данные опроса, согласно которому половина респондентов уверены, в Абхазии есть проблема домашнего насилия. Сегодня эта проблема в Абхазии табуирована. О ней как бы не принято говорить. И сами женщины, которые, и не только женщины, но вообще люди, которые в семье подвергаются вот какому-то психологическому, физическому или какому-то иному насилию, они сами не говорят об этом вслух. Видимо, это связано с нашей такой традиционной культурой, когда все, что связано с семьей, это очень закрытая сфера. Но мы не можем, конечно, противодействовать вот этому, мы не можем разрушать нашу традиционную культуру, но если совершаются какие-то акты, которые нарушают закон, то мы не можем быть к этому равнодушными и об этом не говорить. Участники круглого стола после просмотра сюжета о данной проблеме, подготовленной телестудией «Асарки», размышляли об истоках недопустимого отношения мужчины к женщине и называли различные причины. Ни одна женщина никогда не захочет сказать, что ее муж оскорбил физически или же устно, или психологически, или же там вообще что-то еще такое. Но в любом случае от того, что эти женщины не говорят это открыто, или иногда это переходит всяческие вот эти нормы и нашей жизни, то от этого все равно это мы не можем скрывать, долго не получается. А здесь вот противоположная ситуация, что те люди, которые могли бы бить тревогу, которые могли бы защищать интерес, от них исходит вот эта угроза. И здесь очень сложно, на самом деле, правоохранительным органам и обществу в этом разобраться. Да, но это тем страшнее эти преступления. Вот просто представьте, что чувствуют вот эти женщины, которые смертельную опасность от своих самых близких людей. Это просто помимо итога трагического, в какой ситуации жили эти женщины, когда угроза исходила от самых близких людей. Нужно отметить, что большую обеспокоенность вызывает тот факт, что данная проблема не обсуждается в обществе. Острая необходимость ее решения существует, не раз повторяли участники круглого стола, и ее надо решать. Психологическая помощь пострадавшим женщинам или мужчинам, создание центров, куда могли бы обращаться жертвы насилия, принятие закона о гендерном равенстве. Участники круглого стола считают эти методы ключевыми в решении данной проблемы. Нисфа Аршба, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.